который состоится в Якутске в Театре оперы и балета со 2 по 12 ноября. И сегодня я представлю участников нашей пресс-конференции. Мы просим включить, может быть, наш медиаряд для наших зрителей. И нас сегодня также смотрят в сети интернет. Наша пресс-конференция будет записана для трансляции в интернете, и поэтому прошу всех говорить в микрофон, выступать в микрофоны. Сегодня у нас в нашей пресс-конференции принимаем участие заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Марина Владимировна Силина. Пожалуйста, Марина Владимировна. Сегодня у нас принимает участие художественный руководитель и главный дирижер театра, отличник культуры Республики Саха-Якутия Павел Андреевич Васьковский. И наши гости, наши солисты, которые будут солировать в спектаклях, которые мы покажем. А у нас 11 гостей будет, и сейчас еще не все приехали, мы со дня на день ждем, когда приедут остальные. Сегодня вместе с нами выступят заслуженный артист России, который представляет Мариинский театр, Санкт-Петербург, Александр Викторович Морозов, солистка оперы, лауреат международных конкурсов Людмила Григорьевна Кузьмина и солист российской и мировой оперной сцены, который представляет Москву, Олег Алексеевич Диденко. У нас будет 11 гостей, 2 из них дирижера, 2 музыкальных критика и, получается, 7 солистов, которые исполнят партии в спектаклях, которые мы представим в рамках фестиваля. Все спектакли, уже полюбившиеся нашему зрителю, очень яркие, очень сложные технически, поэтому у нас время фестиваля растянулось, поскольку нам нужно переоборудовать сцену, устанавливать декорации, и они, вы знаете, очень такие технически современные, динамичные, поэтому вот у нас время проведения спектакля растянулось. Но обязательно все, кто еще его не видели, эти спектакли, обязательно должны их посмотреть. И первое слово для вступления, для приветствия я хочу предоставить с удовольствием заместителю министра культуры и духовного развития Республики Марине Владимировне Силиной. Марина Владимировна, кстати, является участницей всех фестивалей «Ария Севера». В качестве солистки она исполняла партии. Первый фестиваль у нас состоялся уже 20 лет назад, в 2003 году. И вот в нынешнем фестивале Марина Владимировна тоже исполняет у нас партию в спектакле «Открытие». Пожалуйста, Марина Владимировна. Добрый день, уважаемые наши гости, организаторы и участники фестиваля оперного искусства «Ария Севера». Мне очень приятно приветствовать всех, видеть всех у нас на гостеприимной земле, в нашем театре. И от себя лично мне очень отрадно, что фестиваль возобновился, поскольку традиционно у нас так и проходит фестиваль балетного искусства «Стерх», да, и хотелось бы, чтобы фестиваль оперного искусства тоже стал традиционным уже теперь, да, после наших многих разных причин, которые не давали нам ему провестись, да, регулярно. Я думаю, что сейчас уже все упорядочится, и фестиваль будет проходить на регулярной основе. Вот как Владислав Валерьевич сказал, хотелось бы, наверное, может быть, подтвердить то, что, да, действительно, я в первых 2 фестивалях участвовала, как солистка. Сейчас тоже буду как солистка, но немножко в другой роли, да, грубо говоря. Вот. У нас к 3-му фестивалю, я считаю, увеличилось количество показа спектаклей, их 4 будет, да, 4 спектакля и гала-концерт, поэтому, в принципе, то, что мы растянулись на 10 дней, это нормально. А обычно фестивали первый и второй проходили в течение недели, это как бы нормально. Поэтому думаю, что
наших зрителей привлечет и классическая музыка, будет показаны, в общем-то, такие классические спектакли. Наверное, об этом расскажут более подробно дирижеры и художественный руководитель. Мне хотелось бы особую благодарность и вспомнить здесь человека, который был, в общем-то, идейным вдохновителем этого фестиваля. Это был заслуженный артист Российской Федерации, профессор, дирижер Евгений Хилькевич и художественный руководитель нашего театра в то время это Сергей Чигирев. Они задумали этот фестиваль, и, в общем-то, было интересно. Сразу же фестиваль привлек к себе внимание. То есть первые 3 оперы, которые были показаны в первый фестиваль, они были с участием приглашенных артистов. Вот. И, конечно же, для чего фестивали проводятся? Это, наверное, для того, чтобы показать свой уровень, показать вообще силу и красоту оперного искусства. Мы ждем, конечно же, в первую очередь ценителей оперного искусства, которые ждут эти спектакли. Спектакли мы, как правило, показываем очень сложные, действительно, которые интересные. В одном из фестивалей мы показывали оперетту «Летучая мышь» с приглашением коллег из Московской оперетты. И вот на этом фестивале тоже будет классическая оперетта «Сильва», что тоже с приглашением тоже, значит, наших друзей из России, да, по-моему, там из Москвы, да? Да. Из Москвы. Вот, мои впечатления, личные мои впечатления, я очень рада, что, еще раз повторюсь, что фестиваль снова шагает на сцене театра оперы и балета. Я надеюсь, что он будет центром на эти 10 дней, средоточием таланта, красоты, вдохновения, настоящей музыки и привлечет всех вас, дорогие зрители, к нам в качестве гостей и слушателей. Спасибо, Марина Владимировна. Следующее слово я предоставлю, конечно, художественному руководителю, главному дирижеру театра Павлу Андреевичу Васьковскому. Вот в целом, может быть, Павел Андреевич, расскажем о программе фестиваля, каким образом она складывалась и что она собой выражает. Почему мы начинаем вот с князя Игоря, почему у нас включены такие постановки, которые исполняются на языке оригиналов. Это очень интересно, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Со 2 числа у нас начнется праздник музыки, праздник оперы. В репертуаре нашего театра есть представлены лучшие оперы, постановки, спектакли, признанные во всем мире. Мы этот сезон открывали князем Игорем, оперой эпической, очень интересной, очень сложной, очень насыщенной. В этой опере принимают большой состав оркестра, оперная труппа, большие хоровые сцены очень интересные. И, конечно, чего стоят половецкие пляски. И балет также участвует. Очень интересные, и любители, ценители оперы, конечно, с нетерпением ждут князь Игорь. Но те, кто еще не видел этот спектакль, эту постановку, я всем желаю обязательно прийти, зарядиться энергией, энергетикой, приходить со своими друзьями, родными, близкими. В опере «Князь Игорь» у нас вот сидит Александр Морозов, фактурный галицкий бас. Хан Кончак у нас, Олег Диденко, 2 баса, очень известных, сильных. Поэтому будет, я уверен, будет интересно. Идет большая подготовка ежедневная. Затем у нас продолжается оперой «Севильский цирюльник». Наверное, это одна из самых популярных, узнаваемых опер. Опера буффа, комическая. Зритель, я уверен, что получит большое наслаждение и отдохнет, посетив наш театр, придет на эту оперу. В этой опере участвует у нас Людмила Кузьмина, Розина. Приходите, Людмила Кузьмина
вокалист высокого уровня, будет очень интересно. Посмеетесь, поулыбаетесь и отдохнете. Конечно, наряду с операми в каждом театре мира есть оперетты, лучшие оперетты. Это, например, «Летучая мышь», «Сильва». В России принято называть ее «Сильва», а за рубежом она «Королева Чардыша», да, название. Ну, в России называют «Сильва». У нас приглашенный главный дирижер из Екатеринбурга, театра оперетты, большой мастер. Мы давно хотели с ним сотрудничать. Это желание у нас взаимно и осуществляется. Также у нас будут ведущие солисты, вот как сказал Владислав Валерьевич. Ну и, конечно, наверное, самая популярная опера во всем мире – это, конечно, «Кармен». Очень интересная, разнообразная, яркая оркестровка, краски, костюмы, голоса. Когда Чайковский первый раз услышал, увидел эту оперу, он сказал, что, ну, я думаю, лет через 10 эта опера будет самой популярной в мире. Ну, действительно, это, наверное, сейчас самая узнаваемая, любимая опера во всем мире. Да, она будет идти у нас на французском языке. Также с приглашенными солистами, ведущими солистами России. И все у нас завершается грандиозным гала-концертом с участием ведущих солистов, вокалистов нашего Государственного театра оперы и балета. Также гости принимают участие. В концерте принимает участие, конечно, оркестр. Будет играть концертмейстер оркестра, соло на скрипке с оркестром, хор театра. Будут очень интересные номера. Поэтому мы с нетерпением ждем встречи с нашими зрителями, слушателями. Приходите, отдохнете, наполнитесь энергией, энергетикой. До новых встреч, до встречи в нашем театре. Спасибо, Павел Андреевич. Ну вот, когда мы говорим о том, что у нас исполняются оперы на языках оригиналов, некоторые зрители, ну, немножко так настораживаются, как они будут воспринимать, да, у нас все оперы сопровождаются титрами, поэтому очень удобно, и на самом деле иногда сидеть на задних рядах удобнее для того, чтобы смотреть параллельно, что происходит на сцене, и перевод. Действительно, очень такой ожидаемый, масштабный, яркий праздник оперы, оперного искусства, и мы не могли бы его создать без наших партнеров, наших спонсоров, которые нам помогли привести наших гостей, наших артистов, наших дирижеров, которые будут исполнять оперные произведения. И мы благодарим акционерное общество «Якутскэнерго», генеральный директор Алексеев Гаврил Николаевич. Благодарим компанию «Арктик Капитал», генеральный директор Евсеев Матвей Николаевич. Мы благодарим комитет по драгоценным металлам, генеральный директор Кычкин Александр Егорович. Компанию «Авиафлайт», генеральный директор Зыбкина Марина Николаевна. Союз торгово-промышленной палаты, президент Богословского Марина Олеговна. Благодарим гостиницу «Парус», директор Паньков Дмитрий Александрович, мини-гостиницу «Браво», директор Кларк Катерина Николаевна, а также Ассоциацию «Союз строителей Якутии», генеральный директор Габышев Айхал Иванович, и Халдеев Андрей Иннокентьевич, это частное лицо, которое тоже оказал нам помощь. Для того, чтобы пригласить наших гостей, мы, конечно, очень давно вели переговоры, за полгода, у всех графики, у всех тоже свой режим работы. И, конечно, долго оттачивали нашу программу, и были определенные замены. Мы очень благодарим нашего продюсера, который в Москве вел переговоры с солистами. К нам приезжают солисты и дирижеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и из Италии. И у нас есть видеоприветствие нашего продюсера, продюсера театра оперы и балета, заслуженного деятеля искусств республики Алексея Юрьевича Садовского, который подключится к нам на заключительных мероприятиях фестиваля. Пожалуйста, можно ли включить приветствие? Дорогие жители Якутска,
Рад приветствовать вас из солнечной Москвы. Сегодня у нас идет дождь со снегом, а в Якутске, я почти уверен, светит солнце. И это солнце озаряет фестиваль, который начнется через несколько дней. Фестиваль, в котором примут участие певцы из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас театр находится на невероятном творческом подъеме. После блистательных гастролей в Москве и Петербурге и показа выдающегося спектакля «Мергун Потов» на сцене Большого Мариинского театра, труппа находится на невероятном творческом подъеме. И мне кажется, вот этот подъем передастся и на другие спектакли. Я ожидаю больших художественных свершений благодаря приглашенным артистам и самим артистам театра оперы и балета. Сожалею, что могу быть не на всех спектаклях, но надеюсь, что все-таки все сложится и все получится. Желаю всем, чтобы праздник искусства состоялся и чтобы он имел большое продолжение. До встречи в Якутске. Так, ну, несмотря на помехи по звуку, мы очень рады, конечно, услышать Алексея Юрьевича. И очень рады, что вот у нас такой состав гостей. Хочу предоставить первое слово заслуженному артисту России Александру Викторовичу Морозову. Александр Викторович впервые у нас в Якутии, поэтому, пожалуйста, может быть, какие-то первые впечатления о том, вообще какая Якутия и какой вы ожидаете здесь увидеть праздник оперного искусства. Пожалуйста. Приветствую вас. Добрый день. Вы знаете, первое впечатление, когда я ехал из аэропорта, я обратил внимание на то, что все дома стоят на таких сваях. И сразу вспомнил школьный предмет географию. Там мы это все проходили. А тут, когда наяву ты это видишь, думаешь, вот это да, как же здорово придумали. Вот. И второе впечатление, когда я тоже пришел уже в гостиницу, открываю дверь, все нормально, все хорошо, такой предбанничек, еще дверь открываю, а там тепло. Вот, и так не подумаешь, что здесь минус 60. Нет, тут все для людей сделано нормально. Вот такие впечатления у меня первые. Такие. Вот. Что касается моего участия в предстоящем спектакле, вы знаете, колоссальная ответственность всегда возникает, когда ты едешь на гастроль. Гастроли для артиста – это большая ответственность перед собственной совестью. Ты не можешь допустить каких-то промахов лишних. Никакой расслабленности не должно быть. Ты представляешь, выходя на сцену другого театра, Россию. А тут Россия очень далекая от Санкт-Петербурга и очень родная. Все, в общем-то, близко. Это тебе не Сантьяго, Чили, не какая-нибудь там Калифорния. Да? Здесь все, как говорится, по-домашнему, все понятно. Все прекрасно понимают русский язык. И то, что мы несем, исполняя шедевры наших великих композиторов, несем действительно в массы большое искусство. И это наша ответственность. Как мы споем, как мы сыграем, так публика и воспринят это все. Так что вот такие впечатления. Спасибо большое, Александр Викторович. Надеемся, что вот у журналистов тоже будут индивидуальные какие-то вопросы. Обычно любят эксклюзивные, да, какие-то вопросы задавать. Я тогда слово предоставлю Людмиле Григорьевне Кузьминой, нашей землячке, которая сейчас, вы знаете, представляет у нас Италию на фестивале. Ну, не только Людмила Григорьевна, еще у нас Александр Бичи, дирижер, приезжает из Италии. И, конечно, мы очень рады, что у вас такая возможность есть, совпала с тем, что вы смогли приехать к нам, украсить наш фестиваль. Конечно, мы обязательно должны поддерживать наши связи с нашими земляками, которые успешно выступают на зарубежных сценах. И надеемся, что это сотрудничество будет у нас постоянным. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое, Владислав Валерьевич. И большое спасибо за приглашение на этот фестиваль. И в качестве гостя я впервые. Вообще 4 года прошло, как я не была дома.
И ну, вот главной изюминкой это является моего участия то, что я представляю оперу буффа Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Я живу в городе Пезаро, где он родился. И даже живу в доме, где он жил, оказывается. Это я после пандемии узнала в музее. Посмотрела, значит, фотографию. Так это же наш дом, говорю. А это написано «Каза ди фамилия де Россини». Вот так вот я узнала, что я живу, оказывается, в его доме. Да, и вот это та самая ответственность, о которой говорит Александр Викторович. Вот у меня двойная ответственность. Не только участие, да, как солистка оперы, но и я как, собственно, вот, ну не знаю, я чувствую какое-то вот такое волнение, потому что когда перед тем, как приехать, я эту партию вспоминала, и, в общем, как-то мне комок даже в горле вставал, что как это вообще возможно? Я так из далекой Якутии сижу в доме Россини, да, учу эту партию. И, в общем, собственно, и даже я выходила в тот момент замуж, как и Розина. В общем, это все совпало так, и, в общем, так волнительно для меня вернуться домой вот в таком качестве. И, в общем, дай Бог, никого не подведу. Дай Бог. Спасибо, спасибо. Мы надеемся, да, что вы нам привезли дух Россини, да, и настроение, вот саму эту атмосферу Италии, да, вместе с вами с удовольствием опять очутимся в атмосфере севильского цирюльника. Спасибо, спасибо. И сегодня также хочу представить Олега Алексеевича Диденко. Ну, наши коллеги, наверное, кто-то уже знаком с Олегом Алексеевичем. Олег Алексеевич не в первый раз к нам приезжает, и он у нас выступает в фестивале и в «Князе Игоре», и в «Севильском цирюльнике». Вот очень плодотворно у нас складывается с вами сотрудничество. Какое у вас мнение вообще вот о том, что происходит у нас в республике? Какого уровня у нас оперное искусство? Вот какой у вас опыт, скажем, участия в спектаклях, которые мы ставим здесь у нас в республике? Ну, во-первых, для меня в очередной раз это большая честь. Спасибо большое за приглашение. Лично для меня по-человечески здесь уже сложились не только товарищеские отношения на сцене, но даже дружеские с артистами. И удивительный совершенно такой человеческий фактор в таком холодном крае, такие замечательные теплые люди. С удовольствием приезжаю, вот ощущение даже где-то уже какая-то привычная, как будто к себе домой. Хотя, конечно, край достаточно далекий от Москвы, и Москва далекий край от Якутска, но это замечательная совершенно земля, просторная, широкая, с историей, с традициями, с удивительно вдохновенными лицами. На каждого человека смотришь, все время ощущение вот каких-то исторических корней. Доставляет огромное удовольствие общаться. Даже вот в Москве очень часто представители Якутии, представители Республики Саха узнаешь даже без языка, до того, как они начинают говорить, потому что вот особая какая-то есть. Ну, если говорить о профессии, да, то есть об оперных спектаклях, в которых я участвую, то мне в данный момент очень интересная задача, конечно, досталась, потому что одна из самых таких низких и мощных партий – это партия Кончака в «Князе Игоре», и одна из самых высоких, легких и колоратурных партий – это партия Бартола. И все это надо совместить в течение 2-3 дней, перестроиться с одного на другое. Актерски эта задача и технически для меня, конечно, очень интересная, и очень высокая планка стоит, которую надо на должном уровне, как говорится, выполнить. Вот. А что касается самого состояния, сейчас для меня, вот как человек, который уже, ну, получается, сколько, наверное, 8 лет я первый раз назад был,
в Якутске. Есть ощущение подъема очень большого. Во-первых, надпись на оперном театре, в которой отмечается переход населения за 1 миллион, это уже как бы само по себе позитивное впечатление производит. И такое же ощущение от взлета. Пошло вдохновение какое-то. Люди, исполнители очень проникновенно относятся к своему делу. Это не профессионалы, которые пришли, отработали свое, ушли, посмотрели на часы. Нет, готовы остаться, продолжают. Тут здесь что-то не получилось, остались, продолжаем вместе. Какие-то дуэты. В общем, чувствуется горящий глаз, чувствуется желание. И чувствуется любовь к музыке, любовь к тем произведениям, к тому спектаклю, к тем образам, которые они играют. И это, конечно, очень-очень вдохновляет, потому что такое состояние, оно очень сильно может опередить закостенелые, выдающиеся, авторитетные, так сказать, оперные дома. Вот, поэтому я очень рад, что мне еще вот в такой момент расцвета оперного искусства в Якутии удалось в этом принять участие. Спасибо большое. Спасибо, Олег Алексеевич. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь Олег Алексеевич еще, наверное, исполнит партию на якутском языке, да? Уже, видимо, к этому все идет. Да, такой момент почти настал, но я здесь немножко мистически к этому отношусь, поскольку опера Нюркумбутор, она очень национальная, очень глубокая, очень построена на эпосе, на истории, на мистике той, которая здесь веками создавалась. И я действительно готовился исполнять Утгухтак из этого спектакля, но судьба так сложилась, что я страховал, но не пел, потому что, и думаю, что так правильно было, потому что войти с лету в то состояние и, как говорится, срастись настолько корнями в глубину якутского вот этого эпоса, я думаю, у меня бы не получилось просто по мистическим соображениям. Но мы думаем, уже скоро это время наступит, да? Скоро вы войдете уже полностью Надо, в состояние постараться, я уже необходимое. как раз скоро созрею, сдружусь настолько с этой землей, что получу такое право. Спасибо вам тоже за то, что всегда нас поддерживаете и выручаете в сложных ситуациях, когда у нас тоже иногда бывают. Пожалуйста, Марина Владимировна, что-то хотели добавить? Я хотела добавить, коллеги, что буквально недавно, 25 октября, мы все артисты оперного театра, оперных театров, скажем так, да, мы праздновали Всемирный день оперы, который праздник, в общем-то, учрежден недавно, вот с 2019 года. И вот продолжая Павел Андреевич, то, что он сказал, вот у нас будет опера «Кармен», такая параллель, что не случайно выбран день 25 октября Ассоциацией международных театров, да, почему он выбран? Потому что в этот день родились Жорж Бизе, как раз кто и написал, автор оперы «Кармен», и родился Иоганн Штраус, это, ну, король оперетты, да, и как раз у нас тоже идет, ну, Галина Павловна Вишевская, ну, это Ассоциация международных театров, про Галину Павловну не упомянули. Они вот использовали два таких столпа в музыке, то есть в классической, скажем так, да, опере и в оперете классической тоже. И у нас, вот я же говорю, как и Павел Андреевич сказал, обычно в театрах идет классическая оперета. Не думайте, что это легкие жанры, которые там нечего петь. Они даже и посложнее бывают, оперных спектаклей, да. И вот когда был у нас первый фестиваль, еще раз вот вспомню то, что «Летучая мышь», у нас на самом деле тогда это был первый опыт. И было очень сложно вот эта премьера готовилась, потому что у нас не было такого опыта говорить, тут же танцевать, тут же петь. Мы привыкли петь, ну, скажем так, в своей академической манере, да, спел, потом там двинулся статично более, да, оперетта — это всегда движение. Нам было трудно, вот, и как раз я тогда вот пела «Адель», к нам приехали коллеги из Московской оперетты, и вот вы понимаете, что такое фестиваль? Фестиваль — это проникновение друг в друга, это такой как бы большой мастер-класс между
между нами, самими артистами, между нами и зрителями, между студентами, которые приходят, конечно же, смотреть на своих кумиров, да, и посмотреть, а как это там, да. Поэтому вот в этом плане вот как раз «Летучая мышь», она очень много нам дала вот обогащения друг другом. Они у нас даже что-то брали в вокальном плане, я так думаю, а мы вот брали вот этот умение двигаться, актерские вещи. Ну, у нас немножко она такая вот прямо была классическая. И на фестивале она получилась немножко другой, потому что как раз и Генрих, и Розалинда, они были, да, московская оперетта, московская оперетта. Одно только слово, что уже говорить, да, московская оперетта. Ну вот так, кстати, в этом году то, что у нас дирижер приезжает с Свердловской оперетты, это тоже... Мы вот учились с Людмилой в Уральской консерватории, и, естественно, наши студенческие годы, они где прошли? Они прошли по театрам, безусловно. Мы ходили там в филармонию, в театры, и в оперетту, конечно, тоже. И Свердловская оперетта, она славилась на весь мир и на всю страну. Благодаря дирижерам, режиссерам, которые там главный режиссер и главный дирижер, ну и, конечно же, актерскому составу. Поэтому вот интересно, что сейчас к нам приезжает главный дирижер, да, и мы будем его смотреть, так что я вас всех приглашаю, это просто уникальные люди к нам приезжают. Вот, спасибо. Да, у нас есть вот еще одно видео приветствие, как раз-таки ведущая артистка, певица Московского музыкального театра на Басманной, почетный деятель искусств Ирина Георгиевна Суханова, она исполняет как раз-таки партию Сильвы в оперете «Сильва». Пожалуйста. Уважаемые журналисты, приветствую вас, дорогие коллеги, уважаемые журналисты и вообще наши любимые зрители. Оперный фестиваль – это событие, величайшее событие. Я представляю в этот раз оперетту Сильву. Для меня огромная радость, большое удовольствие принять участие в этом шикарном спектакле. Я надеюсь на то, что все вы получите массу удовольствия. Спасибо огромное за приглашение. Желаю всем отличного настроения. Приходите на спектакль «Сильва». Обнимаю крепко. До новых встреч. Спасибо. Участие солистов из разных городов, оно будет обогащать наш фестиваль. Конечно, мы ждем такого обмена вообще опытом, обмена настроением, да, эмоциями и вдохновения для нас, для наших гостей, для нашего театра, для нашего зрителя, поскольку, конечно, Якутия отдаленный регион, хотели бы как раз-таки благодаря нашему фестивалю приблизить оперные центры нашей страны к якутянам. Эта информация, вся, которую мы хотели вам предоставить. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете их задавать. И потом в индивидуальном порядке пообщайтесь тоже с нашими гостями. Здравствуйте, Юлия Бочкарева, ТАСС. У меня вот вопрос к Марине Владимировне. Марина Владимировна, вот вы, прошу прощения, вы сказали то, что давно проходил вообще в последний раз именно сам фестиваль. Можно уточнить, в последний раз, когда он проходил, и в этом году он в какой раз пройдет? У нас всего было 3 фестиваля. Вот Владислав Валерьевич сказал, первый фестиваль был в 2003 году, то есть фестиваль в этом году 20 лет, можно сказать, да? Второй фестиваль прошел в 2016 году, и третий вот сейчас, это 3-й по счету фестиваль. Но вот про второй фестиваль еще хотелось бы сказать, он может быть чем как бы знаменателен, да, тем, что не так, как все фестивали, мы готовились вот здесь на стационаре, готовились, репетировали, а у нас до этого буквально было турне по России, а также да, ближнее зарубежье, Прибалтике мы были. Как раз Людмила тоже, мы вместе, да, Белоруссия, Минск, значит, Литва, Вильнюс, мы везде были, только приехали, буквально, вы понимаете, мы просто передохнули, и у нас начался фестиваль.
Вот этим он был сложен. Но в то же время и был, может быть, не сложен, а сложен тем, что, ну, чисто физически. Но было то, что мы все были готовы, потому что были постоянно вот в этом тренаже, но месяц, конечно, гастролировать тяжело оперному театру. Вот. Но, тем не менее, мы выдержали это. И вот второй фестиваль, он у нас такой был, прямо был тоже на подъеме. Показали очень интересные спектакли, довольно-таки сложные. Руководителем, дирижером была Алевтина Йоффе. Вот. Ну вот как-то так. А чем отличается именно вот фестиваль, который пройдет в этом году? Ну, я не могу сказать, наверное, что прям какое-то кардинальное отличие. Это продолжение традиций, которые были заложены тогда, да, я так думаю. И вот я же говорила, что, наверное, фестиваль станет традиционным, то есть он обретет вот эту свою, да, регулярность, да. В 2 года, может, мы будем проводить там или, ну, как-то тут в рабочем порядке. Очень разные спектакли. Да, очень разные спектакли. И я же сказала, в этом году у нас же 4 спектакля, а обычно все те годы было 3 спектакля и гала-концерт. То есть на один спектакль мы увеличиваемся. И потом первый фестиваль, который проходил, он был в 2003 году. Тогда, сами понимаете, было время сложное. У нас очень много, как сказать вам, у нас фестивали, вернее, спектакли проходили в формате камерной, ну, «Пиковая дама», это же не сценический был вариант. В концертном варианте, правильно. Было в концертном варианте. Вот этим как бы. А сейчас мы все показываем, как положено в классическом варианте. Это тоже интересно. И, наверное, у меня вопрос к Владиславу Валерьевичу. Фестиваль приходится в этом году на Ночь искусств. Расскажите, пожалуйста, про программу. Что планируется? Да, для Ночи искусств мы отдельно подготовили вечер в стиле барокко. Это будет такая акция для наших подписчиков ВКонтакте. То есть все, кто хотят принять участие в этом мероприятии, мы всех приглашаем. Нужно подписаться на нашу страницу ВКонтакте и получить приглашение. И там у нас будет специальная такая программа, вечерняя программа с участием наших солистов оперы, включая также солистов балета. Мы немножко приоткроем закулисье, покажем кусочек репетиции генерального прогона Сивильского цирюльника. Это второе отделение, будет генеральный прогон в костюмах 4 ноября. Потом будет, у нас будет потом выставка, экспозиция о спектаклях, которые мы представляем в рамках фестиваля. Это уже, некоторые спектакли имеют не первую постановку. Вот, например, «Князь Игорь» или «Кармен» — это уже там 2-я или 3-я постановка, да, за историю вообще нашего театра. И вот о том, кто был задействован в предыдущих постановках, какие костюмы были, вот мы подготовили выставку. Ну и будет отдельная такая концертная программа в стиле барокко. Тоже интересная, пожалуйста, приходите. Да, у нас будет камерный оркестр, это живая музыка будет, и исполнение вот солистов под сопровождение камерного оркестра наших музыкантов. Пожалуйста, коллеги, есть еще вопросы? Нет, да? Ну хорошо, спасибо всем. Также благодарим наших зрителей, которые посмотрели нашу пресс-конференцию в интернете. Благодарим Республиканский центр Сахамедиа за поддержку в организации нашей пресс-конференции. Приглашаем всех на фестиваль. Открытие 2 ноября в 18:30. Это опера «Князь Игорь», которую мы тоже приурачиваем ко Дню народного единства и которая восстановлена в этом году после пандемийного периода. Ее с 2019 года не показывали на сцене нашего театра, поэтому, конечно, приглашаем всех увидеть вот эту знаковую постановку для нашего театра. Спасибо.